Бою! Олег Матвеев отдает приказы бойцам ОМОНа с 2013 года, как вступил в должность командира отряда мобильного особого назначения войск Национальной гвардии России по Удмуртии в звании полковника полиции. Во время учений на полигоне командир четко отслеживает действия каждого бойца. Здесь солдаты отрабатывают боевое гранатометание, стрельбу из оружия на разные дистанции, также проходят теорию, которую сразу оттачивают на практике. Каждый из бойцов носит на себе около 35-40 килограммов специального обмундирования. Задача на данном полигоне – выработать у личного состава навыки, умело владеть оружием, имеющимся на вооружении отряда, а также уверенно и решительно действовать в различных оперативно-служебных и боевых ситуациях. Действовать как самостоятельно, так и в составе группы. Чтобы каждый знал свой маневр. Это и работа снайперов, пулеметчиков, командиров. Чтобы достичь высот в службе, Олег Матвеев прошел непростой жизненный путь. Он родился в Ижевске в 1968 году вместе с братом-близнецом. Отец проходил службу в пожарной части и часто брал с собой сыновей на дежурство. Да, мы с братом родились в один день. И это в один детский сад ходили, в одну школу, в училище учились и в вооруженных силах служили, все в одной части, в одном взводе. Вместе начали заниматься спортом, занимались в основном это единоборствами. С 3 класса, да, с 3 класса это пришли в вольную борьбу, в дальнейшем увлеклись дзюдо. Ну и, наверное, уже будучи в училище, я тогда тоже начал параллельно заниматься боксом в металлисте. Ну и как-то так получилось, что мы, может быть, друзья, сейчас я уже не вспомню, предложили заняться в юношеском парашютном десантном клубе. Это парашютным спортом. Ну и, наверное, это и стало тем критерием выбора в дальнейшем нашей службы в вооруженных силах. Военная служба сама по себе, она не просто престижна, но она интересна. Она интересна и хотелось служить в прямом смысле слова. Самая трудная служба, по словам Олега Матвеева, началась с учебного парашютно-десантного полка в городе Фергана. Они вместе с братом-близнецом проходили обучение для дальнейшей службы на территории Афганистана по специальности разведчики. Курсантов гоняли до 7-го пота. Основной упор делали на стрельбу, тактику, связь, маскировку. Но не забывали давать азы инженерной и медицинской подготовки. Сама служба в этом учебном центре, она, наверное, была самая трудная и самая тяжелая из всей службы. В ходе вот этих занятий, тренировок, нагрузки были колоссальные, потому что в ограниченный такой маленький промежуток времени, как в полгода, из нас должны были сделать не просто там хорошо физически крепких ребят, но профессиональных бойцов, настоящих бойцов, чтобы мы, попав в Афганистан, могли выжить, выполнив задачу и остаться в живых. Это и марш-броски, кроссы. После этого в 1991 году пришел на службу в МВД в отдельную роту специального назначения. В 1993 перешел для дальнейшего прохождения службы в силовое подразделение управления по борьбе с организованной преступностью. Я 20 лет отслужил в специальном подразделении быстрого реагирования. Это подразделение сформировано было в 1993 году в составе управления по борьбе с организованной преступностью. Но в 2013 году было предложено возглавить ОМОН. Я согласился. На данный момент я в этом не жалею. И в какой-то степени даже горжусь. ОМОН – это полицейское специальное подразделение, в задачи которого входит обеспечение общественной безопасности и защита населения от преступных посягательств, угрожающих их жизни и здоровью, борьба с терроризмом и экстремизмом. Командовать таким подразделением, конечно, тяжело. Но и в то же время для меня это большая честь. Я уже говорил, подразделение очень сложное. Наш коллектив небольшой, но он дружен, как одна семья. Это второй дом для ребят.
Попасть в ОМОН может любой желающий, кто получил среднее или высшее образование, имеет хорошую физическую подготовку и прошел армию. Мы в основном берем кандидатов, прошедшие воинскую службу. Мы не учебное подразделение, мы не учим азам. Мы профессиональное подразделение с задачами это по охране общественного порядка и обеспечению его безопасности, и также по содержанию вооруженных преступников, борьба с терроризмом, участие в контртеррористических операциях. Олег Матвеев за период службы проявлял мужество и героизм в ходе проведения боевых задач по задержанию и ликвидации вооруженных преступников и боевиков, что позволяло без потерь выполнить поставленные задачи. Во время службы 4 раза был ранен, 2 ранения из них тяжелые. Первую боевую награду, медаль за отвагу, получил, проходя службу в Афганистане. Наград достаточно много. Из них государственных 10. Это 3 ордена мужества, 2 медали 1 и 2 степени за заслуги перед Отечеством, 4 медали за отвагу и за охрану общественного порядка. Также несколько ведомственных наград МВД и Минобороны. И памятные награды, это, я считаю, они тоже также для меня дороги. Это за Афганистан и за службу в вооруженных силах. Я горжусь тем, что в свое время мне выпала такая большая честь. Это служба и в воздушно-десантных войсках, это и в разведподразделении, пройти нелегкую. Ну и здесь я нисколько не жалею, это служба в Афганистане. Это был первый боевой опыт, он на самом деле тяжелый. Это когда ты еще не просто мало, у тебя нету опыта, это все впервые, это тяжело. Поэтому я очень этим дорожу, этим опытом. Ну и в дальнейшем, это, как уже сказал, это сыграло, может быть, основную роль в моей выборе специальности. И сейчас, даже на протяжении этих многих лет, я уверен, что я сделал верный выбор и менять его не собираюсь. Для меня это жизнь. Служба специальных подразделений, я считаю, для меня это стало смыслом жизни и для меня честью и гордостью